Часто оглядываясь вокруг, вы наблюдаете красоту. Красоту мира, красоту природы, красоту души, красоту людей. Я, например, влюблена в красоту глаз. И всегда, когда вижу какого-то человека, общаюсь с людьми, я смотрю в глаза. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Очень хотим узнать про аппаратный маникюр. Чем он отличается от нашего классического, обрезного, старого, проверенного? И что, он безопасен или лучше? Ну, что можно сказать? Это уже, можно сказать, не новинка. Давным-давно уже используют аппаратный маникюр. Плюсов очень много. Во-первых, кутикула не только срезается роторной машинкой, но и зашлифовывается, что не образуется у нас впоследствии, заусенцы, которые при выдирании некоторых дам приводят к серьезным, получается, ранам. Да, бывает такое, что дети в основном чаще всего начинают отдирать. И как раз и образуются ранки. При аппаратном маникюре такого у нас не бывает. И еще один плюс аппаратного маникюра – это то, что кутикула, она как бы растет меньше, то есть получается рост кутикулы намного меньше, и она не наползает на ногтевую пластину, чем ногти остаются дольше красивее и ухоженнее. И наши клиенты в большинстве случаев предпочитают аппаратный маникюр, нежели обрезной классический маникюр. А что насчет покрытия гель-лаком? Вредно ли оно, не вредно? Как вообще это покрытие? Влияет ли оно на здоровье ногтевой пластины? Полезность гель-лака очень весома. Она как чехол, как будто бы надевается на нашу ногтевую пластину, помогает нам не только быть красивыми, но и защищенными. Например, когда мы ходим, гуляем, все люди обращают иногда внимание на наши руки. Мы расплачиваемся в автобусах, в магазинах, везде охота быть красивыми. И гель-лак нам в этом помогает, потому что он держится от 2 и доли недель. А если переносить гель-лак, это вообще вредно для ногтя? Безусловно, это вредно. Почему? Потому что архитектура ногтя у нас меняется, и ноготь больше подвержен ломке. То есть в том месте, где он слабый, он может поломаться, и ваш ноготь будет выглядеть некрасиво, во-первых, во-вторых, это очень больно. Не секрет, что масло для кутикулы есть у каждой девушки, не только дома, но и на работе. И поэтому оно очень полезно, потому что каждый второй у нас встречается сухая кожа. Сейчас тем более зима, у каждой даже первая практически сухая кожа, поэтому масло очень даже полезно. Также можно использовать крема для рук. Для каждой кожи, естественно, свой крем. И в нашем салоне существуют такие процедуры, как спа-маникюр. То есть использование определенного лосьона, который обволакивает вашу кожу, не только, получается, для ногтей, но и для кожи рук полезно. Также в нашем салоне есть такая процедура, как парафин-терапия рук, которая несет лечебный эффект не только для нашей кожи и для корня ногтя, но даже для суставов. Поэтому мы всех приглашаем к нам в гости. Приходите, мы вам очень рады. Благодарю за информацию, очень легкая, думаю, доступная. И приглашаю всех поговорить о волосах. Меня, как девушку, как и любую другую девушку, это волнует, конечно, даже очень. Настя, после всех покрасок видно, что волосы поврежденные, травмированные, болеют. Что из современных средств, из современных процедур можешь предложить для восстановления, для лечения волос? Что есть сейчас? Можно сделать либо поддержание волос в здоровом состоянии, либо навести просто красивый вид. Уход за волосами, окраски, стрижки во время беременности или кормления грудью. Стрижка, отрезание ненужных волос, тем более если они больные, может повлиять на плод, который созревает внутри. Вот. Но, допустим, что касается красок, всяких химических средств, которые мы наносим на себя сверху, мы этим дышим, все это впитывается в кожу, то это повредить может. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к выбору средств, которые мы в этот период наносим на себя. Во время беременности или после родов, уже когда женщина находится в декрете, у всех
но зачастую у всех, начинается послеродовая депрессия. И начинаются стрижки, окраски, смены имиджа, еще что-то. Если женщина кормит грудью, есть ли вероятность того, что, допустим, там краска как-то не так сядет и не получится исходный результат? Потому что это же все равно гормональные изменения. Ну, естественно. Потому что, наше физиологическое состояние, гормоны наши очень сильно влияют и на окраску, и на итоговый результат любой процедуры, которая на волосах. Поэтому, об этом в работе всегда следует предупреждать клиента, потому что если человек хочет, особенно в осветлении, что, возможно, не получится слишком светлый результат, может остаться какая-то желтизна. Как нужно правильно ухаживать дома за волосами, какие средства использовать для волос, для того, чтобы питать волос, да, чтобы, как правильно сказать, чтобы он был здоровым, чтобы это шло на пользу волосу. Питать волосы надо зимой, когда волосы голодают, без витаминов, без солнышка. Летом все-таки больше надо увлажнять волос, потому что летом жара, солнце яркое печет, волосы сохнут, поэтому зимой мы волосы лучше питаем, а летом их увлажняем. Дома все-таки стараться не злоупотреблять красками, а ходить в салоны. Это, наверное, первое, что можно порекомендовать. И не забывать про бальзамы. Кстати, если бальзамами мы пользуемся каждый раз после мытья, то маску мы используем один раз в неделю в промежутке между шампунем и бальзамом. Вот одна из процедур, которая помогает сохранить волосы в здоровом состоянии. Это экранирование. Она имеет в себе 3 фазы. Наносится очень легко и просто. Сразу намытые чистые волосы на сырые до сушки наносится первая фаза, потом следом сразу же наносится масло, это вторая фаза, и потом завершающий эффект после мытья на сухие волосы можно нанести 3-ю. Если вдруг понадобится, 3-ю фазу можно наносить во время сушки, на расческу, либо сразу на волосы. Это домашняя процедура, то есть можно дома делать или в салоне обязательно? Это салонная процедура, но дома ее тоже можно сделать, она несложная. А материально дорогостоящая? Нет. Я в восторге и советую и вам тоже попробовать и ощутить это на себе. Красота внешняя и подъем настроения внутренний, причем максимальный. Наша красота, внутренняя, внешняя, красота нашей души, они напрямую связаны с нашим здоровьем. У меня есть медицинское образование, и я уверяю вас, что наше здоровье зависит и от состояния нашего тела. Внешне мы с вами поговорили, что можно навести красоту и чувствовать себя при поднятом настроении. Ну а то, что касается внутреннего, тут я хочу с вами поговорить о массаже. Ведь массаж – это абсолютно уникальная, волшебная процедура, позволяющая чувствовать себя свободно, расслабленно, легко и здорово. Сам массаж – это не только приятный процесс, но он и во всех отношениях очень полезен. Его польза многогранна и комплексна. Он благоприятно воздействует на кожу, подкожно-жировой слой, мышцы, суставы, связки, сухожилия, а также на кровеносную систему, лимфатическую систему, нервную и дыхательную. Именно поэтому многие после массажа чувствуют себя, как будто заново родились. Но, конечно, массаж бывает разный. И массаж спины, и массаж лица, он вроде бы проводится по-разному, но эффект всегда один. Это польза для нашего тела. Ну и, как известно каждому, наша кожа – это первый проводник нервной системы. Ведь нервными окончаниями она связана со всем организмом. И тут в этом отношении действие массажа также универсально. Им можно как расслабить, так и возбудить нервную систему. Более того, массаж оказывает воздействие на периферическую нервную систему,
А это значит, что массаж улучшает проводимость нервных окончаний, тем самым усиливая рефлекторные связи между корой головного мозга с мышцами, кровеносной системой и внутренними органами. Также он ускоряет процесс регенерации, улучшает трофику тканей, ослабляет или полностью избавляет от боли. Говорить о пользе массажа можно вечно. Он оказывает тонизирующее, успокаивающее, инеротропное, трофическое воздействие на наш организм. И это лишний раз говорит о том, что массаж несет массу пользы для нашего организма. Он полезен, он приятен, он эффективен в отношении нашего здоровья. И я желаю всем быть максимально красивыми и вследствие чего здоровыми и позволять себе чаще любить себя. Всего хорошего.